Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24 подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Прямая линия. До эфира с главой республики осталось 2 дня. Айсен Николаев ответит на вопросы, волнующие якутян. Внимание на Арктику. Какие вопросы главные на Северном форуме? Сроки поджимают. Ремонт дорог в Якутске под угрозой срыва. Успеют ли подрядчики вовремя? Какие есть проблемы? Игра настоящих мужчин. В Нерюнгри идет первенство Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей. Как дела в Алмазном крае? Обзор новостей Мирнинского района в конце выпуска. Общий объем накопленных финансовых резервов в регионах России на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в этом году увеличился по сравнению с предыдущим на 3%, превысив 91 миллиард рублей, сообщает МЧС страны. Отмечается, что самый большой резерв финансовых ресурсов имеет Москва – 60 миллиардов рублей. Далее идут Татарстан, Башкирия, Ростовская область и Краснодарский край. Наименьшие денежные запасы на случай ЧС пока имеют Еврейская автономная область и Хакасия. На Северном форуме обсудят вопросы развития Северного морского пути, оленеводства, безопасности, инвестиций в арктические регионы. Экспертами выступают 600 человек из России, а также приполярных и азиатских стран. Почему мировое сообщество стало уделять Арктике такое огромное внимание, рассказывает Ульяна Шагина. Арктика, расположенная за полярным кругом территории стран, на которых сосредоточены колоссальные ресурсы, что делает ее весьма привлекательной не только для арктических, но и для многих других государств. Но мировое сообщество сегодня волнует не только освоение природных ресурсов, но и другие глобальные вопросы. Очень важно, что Северный форум проходит именно в Якутии. Корея очень заинтересована в изучении Арктики не только с точки зрения развития, но и с точки зрения социальных проблем. Также важно, что на форум приглашены эксперты из других арктических государств, так как проблема арктической зоны сегодня касается всего мира, и мы должны найти общие пути их решения. Сегодня на Арктике с успехом свои исследования проводит Корейский институт Копри, а также ежегодно проходит экспедиции на корейском ледоколе «Араон», на котором проводится полный спектр различных исследований по геологии, геофизике и атмосферным наблюдениям. Между тем, экологические вопросы на арктической зоне сегодня волнуют не только Корею. В университете Хоккайдо существует арктический исследовательский центр, который занимается вопросами глобального потепления. На территории Японии в некоторых регионах из-за глобального потепления, к примеру, поменялись сезоны примерно на 2 недели. Также произошли изменения в почве и в окружающей среде. В 2013 году в России разработана стратегия развития арктической зоны на период до 2020 года. Одной из приоритетов которой превращение Севморпути в транспортную магистраль национального назначения. И строительство судоверфи в поселке Жатая в Якутии сегодня является единственным промышленным проектом, включенным в госпрограмму развития арктической зоны России. Да, действительно, Северный морской путь может быть очень полезным для международного сотрудничества с точки зрения именно для экономических выгод, которые Россия может приобрести по торговым путям. Как раз все азиатские страны, которые сегодня мы собрали на нашем форуме, они интересуются именно не больше, наверное, даже торговыми возможностями, которые Северный морской путь открывает. Между тем, сегодня готовится новая стратегия развития арктической зоны, рассчитанная до 2035 года, содержащая меры поддержки и защиты интересов в первую очередь коренных народов. Задача Якутии в рамках форума подготовить предложения, которые должны войти в региональную часть этого документа. Конечно же, нужно предлагать, опять же, по всем направлениям развития. У нас на севере и в Арктике проживает очень мало людей, к сожалению, И нужно понимать, как мы можем развить территорию для того, чтобы здесь инфраструктура развивалась для будущих поколений, которые могут здесь проживать, чтобы не было оттока населения, как развивать вахтовый метод или не вахтовый метод, как использовать местный человеческий капитал для работы. То есть это вопросы, которые, я считаю, очень важны для обсуждения на этой стратегической сессии.
В мире существует несколько крупных площадок по обсуждению проблем Арктики. Вместе с тем, в Якутии, представляющей самый крупный арктический регион, такая площадка заработала впервые. И она должна стать связующим мостом, соединяющим приполярные и азиатские страны в решении глобальных арктических проблем. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Арктический центр эпоса и искусств появится в Якутске к столетию Якутской ССР. Это будет крытое, общественное, многофункциональное социокультурное пространство. Его возведут на берегу озера Сайсары. Как отметил глава региона на открытии Северного форума, новый центр будет пропагандировать не только культуру народа Саха, но и других народов, населяющих республику, а также высокое классическое искусство. О значимости строительства такого объекта на территории Якутии говорили сегодня и на круглом столе с участием иностранных экспертов из Исландии и Финляндии. В настоящее время утверждается техническое задание, и к нам сюда в Якутск приехали специалисты фирмы, которая является исполнителем по данному проектированию, и также представители заказчика, то есть частного инвестора, который участвует в механизме государственно-частного партнерства. И в настоящее время они отрабатывают с нашими учреждениями, подведомственными учреждениями по техническому заданию этого помещения, этого здания, которое будет включать в себя комплекс нескольких учреждений культуры. И предполагается, что первый этап завершения строительства, который будет включать в себя помещения для Государственной филармонии Якутии, будут завершены уже в 2022 году. Ну а 27 сентября в 18:30 в Триумфе состоится театрализованное представление «Свет над Арктикой» в рамках Северного форума, посвященное Дню государственности Якутии. Примут участие ведущие артисты республики, профессиональных учреждений культуры, спорта и молодежи. Вход будет свободный. К другим новостям, в селе Тулагина открыли высокотехнологичный центр «Точка роста». Там будут проводить занятия по технологии, информатике и основам безопасности жизнедеятельности с использованием новейших компьютерных технологий. В текущем году 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей будут созданы в рамках нацпроекта «Образование». Открываются они по всей стране в сельской местности. Центры будут работать на базе школ. На оснащение помещений одного центра выделяют более 1,5 миллиона рублей. В Тулагинской школе под центр оборудовали 3 кабинета. Центр оснастили 3D-принтерами, комплектами для обучения шахматам, тренажерами для оказания первой помощи, квадрокоптерами, мультимедийным комплексом. К 2020 году подобные центры появятся в 96 школах Якутии. Вот эти центры, они являются центрами притяжения всего села, всего населенного пункта. То есть здесь могут проходить обучение на различных курсах и взрослые. Поэтому вот эта программа, этот проект, он предназначен именно для сельской местности. Вот это все делается через конкурсы. Обратите внимание, по всей России 2049, 54 из них у нас. 26 сентября пройдет прямая линия с главой республики Айсеном Николаевым. Якутяне смогут задать все интересующие вопросы. Трансляция будет вестись на наших каналах Якутия-24, НВК Саха, а также на канале Россия-24, Радио Татими, на сайте як24.ру. В прошлый раз прямая линия проходила 26 апреля. Длился этот эфир почти 1,5 часа. За это время успели охватить наиболее актуальные темы, касающиеся здравоохранения, образования, социального и экономического развития региона. Продолжит Саргалана Захарова. Прямая линия с Айсеном Николаевым в апреле прошла накануне Дня Республики. Также она совпала с визитом министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в Якутию. Вместе с ним Айсен Николаев в этот день дали старт строительству Жатайской судоверфи, реализации масштабного проекта по возрождению судостроения в регионе. Комментируя это событие, глава республики отметил, что возведение объекта вдохнет новую жизнь в развитии поселка Жатай и речного флота Якутии. К концу 2021 года должна быть построена судоверфь, которая позволит строить до 10 речных судов
разных классов здесь у нас в Жатае. Это в дальнейшем позволит нам еще модернизировать жатайский судоремонтный завод, который сегодня уже есть, позволит утилизировать суда. Также он добавил, что это позволит стать якутской агломерацией центром судостроительства бассейна реки Лена и других рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Продолжая разговор, затронули один из самых животрепещущих вопросов – строительство моста через главную водную артерию Якутии. Тема стала уже традиционной для подобных эфиров, заметил Айсен Николаев. Вот та задача, которая была озвучена о том, чтобы вот у нас отраслевые министерства между собой договорились, она, наверное, вот в черновом варианте уже мы видим, что она уже близится к концу, уже ряд согласований, причем не на словах, а на бумаге с подписями, как говорится, синими печатями уже получено. Надеюсь, в сентябре месяце мы с вами уже сможем более четко там по каким-то достижениям в части решения этой, на самом деле, важнейшей для нашей республики проблемы уже поговорить. И на самом деле есть подвижки в решении этого вопроса. По итогам Восточно-экономического форума Айсен Николаев сообщил, что проект получил положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Сам же проект планируется реализовать по государственно-частному партнерству через механизм концессионного соглашения. При этом немаловажно, что кандидаты для участия в реализации проекта уже есть. В активном режиме работал колл-центр прямой линии. Первый вопрос задал житель Нижнеколымского улуса. Меня зовут Денис Барков. Я живу в Нижнеколымском районе, в поселке Зырянка. В прошлом году, как вы знаете, нас очень сильно затопило. И хотелось бы узнать, что нас ожидает в этом году. Могу сказать, что, к сожалению, по Колыме у нас все-таки лед выше нормы, как раз от Зырянки до Среднеколымска. Мы ожидаем, что паводок он пройдет выше нормы. Но несмотря на прогнозы, паводок этого года прошел в Колымской группе спокойно, так же, как и во всех других районах. Впервые во время прямой линии наши корреспонденты выходили в эфир в режиме реального времени. Таким образом, дав возможность якутянам задать вопрос напрямую главе. Наш дом попал в новую программу переселения. Говорят, что условия второго этапа изменены не так, как первый этап. В чем отличие и что нас ожидает? Когда мы имеем дело, еще раз говорю, с гораздо еще большим объемом, то, конечно, тут никакой риск недопустим. Мы должны сделать все, чтобы дома были построены вовремя и построены качественно. Сейчас создана специальная дирекция по жилищному строительству республики, которая подчиняется Министерству строительства, которая полностью будет заниматься этим вопросом. Более активнее, чем на первом этапе, например, будет предлагаться людям компенсация за аварийное жилье, денежное. Иными словами, программа будет реализовываться централизованно, и контроль за распределением средств и их освоением будет вести одно ведомство. Одним из отличий также Айсен Николаев назвал активизацию варианта с выплатой денежных компенсаций за квартиры и возможность приобретения жилья в других регионах страны. Отмечу, что во второй очереди переселения республики предстоит ликвидировать больше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Вопросы поступали со всех уголков республики. И, конечно же, из самой столицы затронули наиболее острые темы. Обманутые дольщики, проблема с незаконными мигрантами, безработица в сельской местности. Ни один вопрос не остался без ответа. Предстоящая прямая линия также готова принимать вопросы от якутян по горячей линии и через наши страницы в социальных сетях. Короткая пауза. Вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Сроки поджимают. Ремонт дорог в столице под угрозой срыва. Успеют ли подрядчики вовремя? Какие есть проблемы? Игра настоящих мужчин. В Нерингре идет первенство Дальнего Востока по хоккею среди юношей. И как дела в Алмазном крае? Обзор новостей и событий Мирнинского района в конце выпуска. Это программа «Итоги дня» на канале Якутия-24. Продолжаем выпуск. Ремонт дорог в Якутске под угрозой срыва. Если столица не успеет завершить ремонт к сроку, то в следующем году федерального финансирования Якутск может не получить. Успеют ли подрядчики в срок завершить все работы? Какие есть проблемы? Репортаж Сусанны Рожиной. Одновременно в Якутске ремонтируются более 20 километров улиц по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». На эти цели город получил финансирование в объеме более 1,5 миллиарда рублей из консолидированного бюджета. И по контрактам все работы должны быть завершены в полном объеме к 31 октября. А к 1 октября на всех ремонтируемых улицах должен быть асфальт.
Ходорявское шоссе у нас находится на особом контроле. Больших изменений мы на сегодняшний день также не заметили. Но на сегодняшний день мы видим то, что работа эта ведется крайне медленно. И до 1 октября в срок они не успеют. Но, как обещает подрядчик, на этом участке дороги работы будут завершены к 4 октября. На этой неделе заканчиваем 2 слоя асфальта. И до 4 октября мы на Ходорявском шоссе уложим все оставшиеся 2 километра 500 метров. Жители города тоже порядком устали от затянувшихся дорожных работ и с нетерпением ждут окончания ремонта. Они долго делают, все лето. Вот этот садик, так сказать, туда заехать надо, отсюда поехать надо или оттуда. Неудобно. Неудобно, ага. Но у подрядчиков своя позиция. Была бы их воля, они бы все уже успели в срок. Пораньше надо было контракты подписывать, и пораньше надо было начинать работу. То есть не в середине июля, а уже в мае надо начинать работу, чтобы не заходить в октябрь месяц. Как мы видим, из-за позднего объявления тендера городскими властями теперь подрядчики вынуждены ускорять свой темп работ, чтобы не сорвать федеральную программу по ремонту дорог Якутска. Сусанна Рожина, Илья Сыромятников, Якутск. В Неренгринском районе выявили перевозку сена без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. Сено весом 64 тонны перевозили автотранспортом из Амурской области в поселок Серебряный Бор в Якутии. Нарушителям выдано предписание об устранении нарушений в области ветеринарии, пробы сданы для проведения лабораторных исследований для подтверждения пригодности использования в корм животным. Об этом говорится в сообщении ведомства. Перевозчики сена оштрафованы. Алданский политехникум присоединился к республиканскому сетевому проекту, запущенному при поддержке Министерства образования. В рамках проекта планируется использовать ресурсы нескольких учреждений образования. Какие теперь возможности появились у будущих специалистов, передает Татьяна Вахнина из Алдана. 250 студентов пришли учиться в Алданский политехнический техникум в новом учебном году. В Южно-Якутский уголок юноши и девушки приезжают со всех уголков республики. Одна группа придет в аудитории только в следующем году. Ребята, осваивающие специальность техническое обслуживание и ремонт автомобилей, на первом курсе обучаются в Якутском индустриально-педагогическом колледже. По специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта мы первокурсников набрали в Якутском индустриально-педагогическом колледже на первый курс. Со второго курса, начиная, они будут приезжать к нам и обучаться здесь, в Алданском политехникум, продолжать свое обучение. Алданский политехникум присоединился к республиканскому сетевому проекту, запущенному при поддержке Министерства образования. В рамках данного проекта планируется использовать ресурсы нескольких учреждений образования. Так, совместно с Якутским индустриально-педагогическим колледжем политехникум продолжает реализацию программы «Местные кадры в промышленность». Получают возможность проходить производственные преддипломные практики на базе наших промышленных предприятий района и в последующем трудоустроиться именно здесь, в промышленном Алданском районе. Предоставляет общежитие. Студенты будут там жить и обучаться у нас. У нас очень хорошая материальная база. Также в наступившем учебном году политехникум заключил сетевой договор взаимодействия с Ангарским индустриальным техникумом. В рамках этого договора алданские студенты смогут пройти практику в Иркутской области. 4 студента по специальности мастер контрольно-измерительных приборов автоматики посетят Ангарский колледж с целью получить какие-то практические навыки по контрольно-измерительным приборам. Планируется, что в Ангарск 4 алданских ребят отправятся весной. Практически осваивать эксплуатацию контрольно-измерительных приборов они будут в течение нескольких недель. Сейчас востребованность по данному направлению подготовки во всех крупных компаниях, в том числе на газопроводе, на нефтепроводе, в добывающих компаниях, с учетом внедрения автоматизации очень высокая. Ожидается, что с использованием ресурсов нескольких учреждений образования возрастет качество знаний будущих специалистов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Арт-ярмарка произведений художников и студентов в рамках проведения работы проектной площадки Республиканского Северного форума открылась в Институте культуры и искусств. Кроме этого, для всех гостей были организованы мастер-классы, любой желающий мог научиться северным танцам, игре на народных инструментах и многому другому.
10 октября посвящение студентов-первокурсников. Их у нас в этом году более 100 человек. Затем в октябре состоится традиционный фестиваль, республиканский, всероссийский фестиваль науки, где тоже фактически все студенты, все кафедры представят свое искусство, свое направление. И в частности тоже такая же ярмарка будет организована там. Ну и этот год у нас особый, он связан с 20-летием нашего института. Поэтому все мероприятия, которые проводятся, они связаны с этой хорошей, великолепной датой. Столица Золотого кольца России на несколько дней превратилась в театральную. В Ярославле стартовал 20-й международный Волковский фестиваль, участником которого стал театр юного зрителя Якутии. Художественному руководителю якутского ТЮЗа Алексею Павлову вручили премию правительства России имени Федора Волкова, основателя актерской профессии в стране. Премия вручается за вклад в развитие театрального искусства, а в год присуждают не более 3 таких наград. Якутянин гордится, что получил такую престижную премию именно в год театра. Я очень счастлив, потому что в год театра я получаю очень престижную театральную премию имени первого русского профессионального актера на сцене первого русского профессионального театра. Аплодисменты в честь великого актера Федора Григорьевича Волкова. Волковский фестиваль продолжает свою работу на ярославской сцене. Якутия представит спектакль «Король Беранже» в постановке Карла Сергучева. Главную роль сыграет Алексей Павлов. Сейчас идет активная подготовка к спектаклю. В Нерюнгри в спортивно-оздоровительном комплексе «Шахтер» идет первенство Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей. Все подробности у Александры Цыбиковой. Первенство Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 17 лет стартовало 9 сентября. Сегодня завершился круг с командой из города Уссурийск. Шайба в шайбу, счет 8-7. Победу одержала нерюнгринская команда «Энергия». Я считаю, что как минимум мы должны войти в тройку. А так, я думаю, будем бороться за золото. Думаю, 1-2 место будет наше. Все 3 матча прошли в напряженной борьбе, так как и у соперников подготовленная и сильная команда. За 47 секунд до завершения игры уссурийский спортсмен загнал шайбу в ворота нерюнгринцев, тем самым сократив отрыв в 1 шайбу. Вот какой прогноз дает главный судья первенства. Я думаю, что шансы есть вполне. Команда очень хорошо играет. Где-то, возможно, им не хватает практики. Но в целом, я думаю, в тройку должны входить. По Дальнему Востоку точно. На протяжении 3 игр в команде «Энергия» можно выделить отличившихся хоккеистов. Это Ярослав Суворов и принесший команде наибольшее количество набранных очков 16-летний Данил Ветров. Соперники хорошо играли, намного лучше выложились после 2 игр. А мы надо было больше стараться, получается. Я думаю, мы можем первое занять место. Нам главное постараться, надо выиграть их. На протяжении всех игр на ледовом корте дежурили медицинские работники и наряд по обеспечению антитеррористической безопасности. В следующих выездных матчах главными соперниками нашей команды станут хоккеисты из города Хабаровск и Амура. Мы будем следить за ходом первенства и держать вас в курсе. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом завершаю выпуск. Далее смотрите обзор новостей Мирнинского района. Слово коллеге Марферине Алексеевой. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» впервые открыл запись на секции по национальным видам спорта – хапсагай, масс-рестлинг и вольная борьба. Тренировать спортсменов будет Ларион Андреев, мастер спорта России по спортивной борьбе и мастер спорта Республики Саха по борьбе хапсагай. Занятия проводятся в спортивном комплексе «Олимп». Набор производится на 2 возрастные категории – дети от 7 до 16 лет и взрослые от 17 и старше. Занятия проводятся 5-6 раз в неделю. Месячная оплата составит от 280 до 1260 рублей в зависимости от возраста. Для студентов, школьников и пенсионеров имеются различные льготы. Про секцию услышал на прошлой неделе. Записался и начал заниматься. Вот 3-й день хожу. В детстве занимался борьбой хапсагай. Хочу себя испытать. Это хорошо влияет на здоровье. Считаю, что надо придерживаться здорового образа жизни. По моему мнению, надо зал побольше, потому что парней много, а места мало. Надеюсь на лучшее.
Парни ходят, желающие есть. Как видите, места мало. Уже в октябре в Мирном появится первая теплая остановка. Администрация города заключила 3 контракта с предпринимателями, и в ближайшее время они должны установить 3 торгово-остановочных павильона на остановках 40 лет октября, библиотека и 3 богатыря. Также решением районного совета депутатов было принято решение выделить администрации города 7 миллионов рублей на приобретение 2 новых маршрутных автобусов. А также у нас предусмотрено техническое задание, сейчас определяются еще дополнительные места, уже удаленные от центра города. Это и Верхний поселок, и Заречный, и шоссе 50 лет октября, и район обогатительной фабрики номер 3, где мы тоже планируем привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства для размещения таких торговых павильонов с автобусными теплыми остановками. Этот следующий аукцион мы будем проводить уже в ноябре текущего года. Социальная карта привлекает новых партнеров. В Алмазной провинции вот уже 2 года реализуется проект «Социальная карта», в котором предприниматели добровольно предоставляют скидки на товары народного потребления, продукты питания и услуги отдельным группам населения. Многодетным семьям, малоимущим, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителям и опекунам. С недавнего времени в перечень пользователей добавилась категория «Дети войны», которая относится к граждане, которые на 3 сентября 1945 года не достигли совершеннолетия. На сегодняшний день картами пользуются более 3000 жителей района. К проекту присоединилось 24 объекта и торговли аптек и предпринимателей. А на этом у меня все. До новых встреч в эфире.